Первым главу крымской правительственной делегации зампредседателя Совета министров Крыма Георгия Мурадова принял вице-президент Абхазии Бадра Гунба. После обмена подарками Мурадов рассказал о результатах проделанной накануне работы в рамках третьего заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом. Нам очень приятно было вчера провести вместе правительственную, нашу межправительственную комиссию. Мне кажется, полезно очень поработали, подписали нужные документы на перспективный период. В ближайшие 3 года будем реализовывать с 22 по 24 план работы, в котором свыше 50 пунктов. Я говорю, что это программа минимум. Даст Бог, сделаем больше, лишь бы нам всякие эпидемии и недоброжелатели не мешали. В плане мероприятий сотрудничество в сфере экономики, торговли, образования, культуры и спорта. Но кроме этого, по словам Георгия Мурадова, делегация укрепила свои добрые личные отношения с представителями Абхазии. С Абхазией я начал работу в 2000 году. Сейчас вот встретил Валерия Шаловича Ажду. Он тогда был вице-президентом, когда еще Владислав Григорьевич был жив. И с ним тоже много очень прошли. Вот строили Дом Москвы в Абхазии, создавали такую прочную основу для того, чтобы в России Абхазию скорее признали. И по указанию мэра Москвы, тогда я работал в правительстве московском, отвечал за всю международную деятельность, были мне четкие указания в Думе, на слушаниях добиваться признания Абхазии в качестве государства независимого. Мы эту линию проводили. Вице-президент Бадра Гунба поблагодарил Георгия Мурадова за визит и выразил надежду на плодотворное сотрудничество во благо народов Крыма и Абхазии. Сегодня взаимодействие между Крымом, Республикой Крым и нашей страной, конечно, не на том уровне, на котором бы хотелось. Я уверен, вот ваша инициативность, ваш опыт и профессионализм позволят достичь именно тех результатов, на которые мы вместе и рассчитываем. Потому что конечная цель, вы правильно, совершенно верно отметили, это, безусловно, должно отразиться на людях, на гражданах наших стран. Премьер-министр республики Александр Анкваб высоко оценил работу межправительственной комиссии. «Я считаю эту работу плодотворной и эффективной», подчеркнул глава правительства, также отметив многолетние дружеские и партнерские отношения с Георгием Мурадовым. Когда вы были в правительстве Москвы, мы вместе сделали в Абхазии очень много добрых дел. И мы об этом помним, хорошо помним, и очень уважаем и ценим вас. Считаю так, комиссий много, нам надо добиваться конкретного результата. Пусть это будет по старому принципу, меньше, но лучше, но пусть будет так. Точек соприкосновения полезного, я солидарен с вами, я читал то, что вы говорили, много. Это и экономика, это и наука, это и образование, это культура, спорт. Есть то, что интересно и крымчанам, и нам. Тем более те сообщения, которые мы получаем по Крыму, видим, что дела идут в Крыму, слава Богу, очень хорошо. Очень много сделано. Дороги, инфраструктура, вода, другой будет отдых. Нас это очень радует. Мы не видим Крым своим курортным соперником. Наоборот, союзникам, мы будем учиться друг у друга. Георгий Мурадов пригласил премьер-министра на Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в октябре. Форум имеет особенности. Он не, хотя и называется Ялтинский экономический международный форум, там достаточно много бывает компонентов политического содержания и международного содержания, потому что мы говорим о необходимости формирования в нашем регионе, Черноморском, Черноморско-Средиземноморском, Черноморско-Балканском, Черноморско-Кавказском, неконфронтационной политики взаимного уважения, сотрудничества разнообразного, признания, конечно, нас всех, нашего российского статуса, Абхазии как независимого государства.
То есть это та площадка, где можно работать вот и не только по экономическим, но и по политическим вопросам. И мы это делаем. Георгий Мурадов пригласил премьер-министра на Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в октябре. План мероприятий по сотрудничеству между Абхазией и Крымом утверждается каждые 3 года с момента подписания основного соглашения в 2016 году. Очередное заседание комиссии состоится во втором квартале 2022 года в Республике Крым. Надежда Боровикова, Торник Амичпа, Абаза ТВ.